Здравствуйте. На НТС, как всегда, по воскресеньям итоги недели. В студии Мирджан Балыбаев. Наши журналисты подробно расскажут вам о самых заметных событиях недели. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Коррупция в недропользовании. 40 лицензий одному человеку. Уголовные дела в отношении 5 руководителей профильного госоргана. Председатель Совета Безопасности президент Джейнбеков поставил руководству отрасли оценку 0. Из года в год наблюдается увеличение количества лицензий, находящихся на руках. В отрасли процветала обыкновенная спекуляция лицензиями. И тот, кто жаловался, и тот, кто оправдывался, все арестованы. Фигуранты дела токмокских стрелков начали давать показания. Милиционеров же, проигнорировавших это происшествие, пока не наказали. Они что-то не поделили, что ли? Или там какие-то интересы, какие-то, не знаю, что у них там, я не знаю, как у них там поставлено, но где-то что-то, где-то не поделили, наверное. И это просто обычная разборка между контрабандистами. Пьяными за рулем убивают людей, попадаются на взятках, насилуют, когда милиция не бережет своих граждан. Правопорядок строится не на жесткости, а на неотвратимости. Понимаете, не на жесткости преступления. Не надо всем голову рубить. И не надо всем давать пожизненное заключение. Но человек должен знать, что его в любом случае найдут и накажут. Пожалуй, не будет преувеличением, если сказать, что горнорудная отрасль – это пионер беловоротничковой преступности и классика коррупционных схем в истории независимого Кыргызстана. О том, что недропользование – одна из самых коррумпированных сфер экономики, на этой неделе было сказано и с высокой государственной трибуны. Заседание Совета Безопасности под председательством президента было посвящено проблеме безопасности в недропользовании. История золоторудного месторождения Кумтор – хрестоматийный образец кыргызстанской коррупции. Именно скандал с золотом стал причиной досрочного распуска первого легендарного парламента республики. Рудник Джеруй более 20 лет переходил из рук в руки, и только 4 года назад лицензия на его разработку была реализована на открытом аукционе. Говоря в целом, можно сказать, что нескончаемые конфликты на месторождениях между инвесторами и местным населением тоже являются последствием сомнительных махинаций. И об этом тоже было сказано на заседании Совета Безопасности. За последние 10 лет были возбуждены уголовные дела в отношении 5 руководителей госоргана, курирующего сферу недропользования. В целом по отрасли заведено около сотни уголовных досье. На основании этих и других фактов президент Сооронбай Джейнбеков поставил главе Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования оценку 0. Подробнее расскажет Болот Исаев. Около 12 миллиардов сомов доходов республиканские и местные бюджеты. Более 18 тысяч рабочих мест. Около 8% ВВП и 44% от общего объема промышленной продукции в Кыргызстане приносит горнорудная отрасль. Основа горнорудной промышленности – золотодобыча, куда в основном вкладываются инвестиции иностранных компаний. Однако отсутствие должного внимания вопросам обеспечения безопасности в сфере недропользования и постепенного выведения отрасли из-под контроля государства привело к накоплению немалого количества проблем. Если до заседания Совета Безопасности, прошедшего 30 января, Сооронбай Джейнбеков оценивал работу Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования на 3 с минусом. После доклада главы профильного ведомства поставил оценку 0. От рекомендации главы государства покинуть должность Эмиля Осмонбетова спас небольшой срок, в течение которого он занимает этот пост. Осмонбетов, вы должны были рассказать, чем занимаетесь. Мы дали 25 минут на выступление, а вы рассказываете то, что другой написал. Нет искры, желания работать нет. В горнорудной отрасли хотят только быстро разбогатеть. Там и криминал, и чиновники. Из-за такой ситуации добросовестным инвесторам не создаются условия. Приравняв их к коррупционерам, вы вредите имиджу страны. Нет точного плана и стратегии. Какой инвестор будет вкладываться в отрасль? И то спасибо, что они находятся. А вы не защищаете добросовестных инвесторов. Вы 4 месяца проработали. Это мало. Будем требовать с вас пересмотра ваших подходов к работе. Должны быть кардинальные реформы, а начать вы должны с себя. Надо уволить тех работников, которые не соответствуют этой политике. Коррупция, глубоко проникшая и пустившая корни в некоторые государственные органы, особенно в лицензионную разрешительную систему, удержание лицензий без проведения соответствующих работ в целях их перепродажи, пренебрежение вопросов защиты экологии, вырубка ценных видов деревьев без их восстановления, чрезмерная зависимость промышленного сектора страны от одной компании – Кумтор Голд Компани, а
также протестное настроение местного населения по отношению к горнодобывающему производству из-за слабого сотрудничества Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования с местной властью. При выдаче лицензий, по словам президента, курирующим ведомством не учитываются интересы региона и местных жителей. Во многих случаях местная власть остается просто в неведении о том, какому инвестору выдана лицензия на разработку месторождения. Все это отрицательно влияет как на инвестиционный климат, так и на настроение местного населения. В некоторых случаях доходит до открытого противостояния. В некоторых случаях органы местного самоуправления хотят получить как можно больше выгоды от иностранной компании, которая еще не начала работу. Доказательством тому может служить ситуация вокруг месторождения Макмал. В результате страдает местное население, а провокаторы выходят сухими из воды и уходят от ответственности. Причина возникновения такой ситуации – исполнительная власть. Местные органы самоуправления не смогли в достаточной мере провести разъяснительные работы среди населения. Правоохранительные органы не на должном уровне проводят работу по определению провокаторов, настоящих организаторов акций и противодействию им. Мероприятия по предотвращению, предупреждению и ликвидации таких ситуаций должны проводиться оперативно. Ситуация не должна выходить из-под контроля. Иначе попытки противопоставить народ и органы власти, нарушение инвестиционного климата и отпугивание инвесторов будут продолжаться. Генеральной прокуратуре необходимо справедливо и тщательно расследовать вопросы, из-за которых возникают такие ситуации. Часто возникают конфликты между инвестором и местным населением. Известно, что есть заинтересованные лица в этих столкновениях. Среди них и политики, и чиновники, и другие организаторы. В местах работы инвесторов мы должны обеспечить законность. Кроме того, необходимо создать государственную горнодобывающую компанию. Кыргыз-Алтын еле работает. Эта компания, владея многими месторождениями, отдавала свою долю другим и в итоге осталась с одним Макмалом. Если будет госкомпания, то выдача лицензий остановится. Один из самых актуальных вопросов сферы недропользования – вопрос выдачи лицензий на разработку месторождений. Всего за годы независимости было выдано более 2500 лицензий на право пользования недрами. Разрешения на геологические исследования и освоение практически всех месторождений золота были выданы частным компаниям. Однако в большинстве случаев при выдаче разрешений на разработку месторождений не учитывались интересы государства и общества. Их продавали как на рынке, преследуя интересы узкого круга людей, преимущественно чиновников. Доказательством этому высокое благосостояние чиновников этой сферы, отметил президент. Из года в год наблюдается увеличение количества лицензий, находящихся на руках. В отрасли процветала обыкновенная спекуляция лицензиями. Нашедшие лазейку по коррупционным схемам овладевали лицензиями, затем продавали их, либо держали их у себя для того, чтобы впоследствии продать дороже. По этой причине в 2018 году я поручил тщательно анализировать выдачу лицензий и провести инвентаризацию. Однако плата за удержание лицензий не помогла нам улучшить ситуацию. Оказалось, что легче заплатить за удержание лицензий, чем разрабатывать месторождение. В результате возникла ситуация, когда лицензии выданы, но месторождения не разрабатываются. К примеру, на одно лицо, как выяснилось на заседании, была выдана 41 лицензия на разработку золоторудных месторождений общей площадью около 400 000 гектаров. Причем 19 из них, как выяснилось, этот человек приобрел за один день. Как рассказал генеральный прокурор Откурбек Джамшитов, владельцем оказался бывший сотрудник милиции некий Эрик Джумаев, который затем работал в охранной фирме. Генпрокурор подчеркнул, какого-то отношения к горнорудной отрасли этот человек не имеет. Компания, через которую он сумел получить лицензии, в Минюсте именуется Алату Алтын Кени. При этом настоящими хозяевами этой фирмы, как удалось установить прокуратуре, является офшорная компания на Британских Виргинских островах. Джумаев оформил договора по займам и залогам на сумму $630 000 с 8 ОСО, учредителем которых является один и тот же человек по фамилии Карасартов, бывший чиновник, работавший в Госкомиссии по запасам полезных ископаемых. Причем существование этих денег не подтверждается ничем, что говорит о фиктивности сделок, полагают в Генпрокуратуре. Как бы то ни было, закон о недрах, как показывает этот пример, позволил одному человеку получить такое количество лицензий и теперь распоряжаться ими по своему усмотрению. За последние 8 лет в отношении должностных лиц ведомства и частных предпринимателей было возбуждено около 100 уголовных дел, в том числе и в отношении 5 председателей Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования.
Если в 2013 году перерегистрацию прошли 40 компаний, то в 2018 году их уже стало 342. Количество перерегистраций выросло в 8 раз. Это говорит о том, что лицензии берут для перепродажи. Они превратились в товар. Недобросовестные предприниматели удерживают лицензию и продают по высокой цене. Это одна из проблем. В прошлом году Генпрокуратура зарегистрировала 39 нарушений закона о недропользовании. По ним составлено 17 прокурорских актов. 24 человека были привлечены к дисциплинарной ответственности, а также 7 незаконно выданных лицензий были аннулированы. По злоупотреблению служебным положением было возбуждено 5 уголовных дел. Ущерб составил 35 миллионов сомов. О продаже лицензий на разработку месторождений заявил и глава ГКНБ Идрис Кадыркулов. По данным ведомства, больше 2/3 лицензий в горнорудной отрасли поменяли своих собственников при экс-вице-премьере Душенбеке Зилалиеве. Сейчас информация по ним проверяется. Напомним, в 2013 году Зилалиев занимал пост директора Госагентства геологии и минеральных ресурсов. Спустя 3 года он был назначен главой Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования. В бытность Зилалиева главой Госкомитета недропользования и вице-премьером были перераспределены 2/3 имеющихся лицензий, в том числе на золото, воду и 333 по углю. Там были манипуляции, лицензии отбирались, отзывались и выдавались другим. Это не обязательно, что выдавались людям, аффилированным с ним. В рамках уголовного дела о незаконном обогащении сейчас расследуется факт, что с Зилалиевым аффилированы 13 компаний. Напомним, по обвинению о незаконном обогащении и незаконной выдаче лицензий на разработку месторождений Душенбек Зилалиев был арестован 8 декабря прошлого года. В банковской ячейке, принадлежавшей экс-вице-премьеру, были обнаружены незадекларированные 890 тысяч долларов. Согласно данным ведомства, при Зилалиеве было выдано более 1500 лицензий на разработку золоторудных месторождений. Еще один вид коррупции в отрасли, по словам премьер-министра Мухаммедкалы Абылгазиева, свободный вывоз за пределы Кыргызстана руды и концентратов с содержанием драгметаллов для их переработки. Такой практики нет ни в одной стране мира, добавил глава Кабмина. Причем сколько тонн руды вывозится ежегодно в Госкомитете промышленности, энергетики, недропользования не знают. Цифры, которые приводят в таможне, по словам Абылгазиева, говорят о заинтересованности многих госорганов в таком вывозе. В правительстве предлагают повысить налог на вывоз золотосодержащей руды и концентратов. В некоторых странах налоги по горнодобывающей отрасли составляют от 15 до 50%. В Кыргызстане же налоговая нагрузка в среднем составляет лишь 8-10%. Необходимо обратить особое внимание на обстоятельства, связанные с определением обязанностей испытания и проверки компаний, аккредитованных по международным стандартам. Скажем, пробу, определяющую состав ценных металлов, берет одна компания, а лабораторные исследования проводит другая компания. В результате такая двойственность точно не определяет ответственную сторону. Поэтому правительство должно принять соответствующие решения, чтобы исправить такое положение. Вслед за Госкомитетом промышленности, энергетики и недропользования критике президента подверглась и Госинспекция по экологической и технической безопасности. Сооронбай Джеймбеков назвал ее самым коррумпированным госорганом в Кыргызстане. В более 1500 проверок, проведенных ведомством, не было найдено ни одного нарушения. До вас тоже дойдем. Есть кадры, которые не работают для государства. Они создали коррупционную схему, заключил президент. Болт Исаев, Нурбек Капаров, НТС. Итоги недели. Аскат Усенов, обратившийся к президенту с жалобой в ходе конфликта УКПП на кыргызско-казахской границе, стрелял первым. Об этом в пятницу сообщило Министерство внутренних дел. Вместе с Усеновым взят под стражу и Дастан Бейшенкулов, который также из травматического пистолета открыл ответный огонь. Оба уже дали соответствующие показания. Таким образом, информация о перестрелке у границы, которую милиция в первые дни опровергала, теперь подтверждена самими участниками этого столкновения. Если происшествие на мосту Дунларова будет расследовано тщательно и объективно, то не исключено, что кроме факта контрабанды будут установлены и имена высокопоставленных покровителей всех этих сомнительных дел. Пока же называется только имя депутата Джогорку Кенеша Урмата Самаева. Мы несколько раз безуспешно пытались взять у него интервью. Одному журналисту, которому все-таки удалось встретиться с этим парламентарием, Самаев сказал, что он не причастен к перестрелке. Депутат заявил, что этот инцидент пытаются политизировать. Хотя какая может быть политика в банальной разборке контрабандистов?
Пока задержаны только некоторые участники ночного происшествия у границы. Будут ли наказаны сотрудники местной милиции, которые не смогли или не захотели вовремя реагировать на случившееся, пока неизвестно. Инцидент близ кыргызско-казахской границы перед контрольно-пропускным пунктом Токмок-Автодорожный произошел 25 января. Первое время этот факт силовые структуры подтверждать не хотели, тогда как некоторые СМИ со ссылкой на свидетельства очевидцев продолжали настаивать, что конфликт был, причем разборки между предполагаемыми контрабандистами. Со слов местных жителей, те, что нападали, давно промышляют контрабандой, а те, кому досталось, в этом деле новички. Их якобы и пытались заставить делиться прибылью. Когда угрозы не сработали, в ход пошло оружие. Судя по всему, травматическое. Тут стояли 3 джипа. Был слышен какой-то шум, разговоры. Правда, на следующее утро эти машины отсюда вывезли. Примерно где-то штук 20 ходили. А они у вас что-то спрашивали? Задавали вопросы какие-то? Лично мне нет. Приезжали милиционеры, ходили, осматривали место, разговаривали со всеми. С нас взяли письменные объяснительные. Но нам-то и сказать особо нечего. Толком ничего и не видели, ничего не знаем. В Государственной пограничной службе информацию о перестрелке отрицали с самого начала. Отрицают и по сей день. По данным ведомства, на мосту имени Юнуса Дунларова, в частности на территории самого КПП, никакой драки не было. За пределами возможно. Стрельбу пограничники, уверяют, не слышали. И, что примечательно, не придали особого значения нештатной ситуации, которая все-таки имела место быть близ пункта пропуска. Выяснилось, что в ночь на 25 января в 5:40 утра к шлагбауму прибежал мужчина, которого, по его словам, преследовали двое неизвестных. Он обратился за помощью к военнослужащим. Обычно человек прибежал и обратился за помощью, что его преследуют там неизвестные лица. И наши приняли меры недопущения конфликтных ситуаций на территории пункта пропуска. После этого неизвестно, они скрылись в неизвестном направлении. А вот сотрудники КПП не спрашивали, да, кто они, как их зовут? Там просто у нас разняли и получается... Да, у нас такой возможности не было, потому что на тот момент военнослужащие несли службу по охране государственной границы, и у них другие задачи были, да? Позже в соцсетях появится это видео, на котором мужчина по имени Асхат демонстрирует раны, якобы полученные в ходе перестрелки на КПП Токмак-Автодорожный. Мужчина расскажет, что в его адрес стали поступать угрозы, вследствие чего он вынужден обратиться лично к главе государства за помощью. У Сооронбая Жээнбекова он попросит защитить его от депутата Жогорку Кеңеш Урмата Самаева, который якобы ему угрожает. В меня стреляли как в собаку. Пуля от травматического пистолета попала в ногу и 2 пули в спину. Прикладом ударили по голове. Я даже не могу теперь обратиться в больницу и милицию, так как депутат парламента Урмат Самаев контролирует все. И если даже обратишься с заявлением, то дела закрываются. Мы такое видели много раз. У меня есть свидетели того, что именно Самаев забрал меня и привез в милицию. Они даже не оплатили мое лечение за то, что порезали шины моих автомобилей. Сейчас я скрываюсь от него в Бишкеке. Боюсь за жизнь и здоровье моей семьи. Прошу вас, господин президент, помогите мне. Вы последняя надежда. Именно Дастан контролирует границу, и весь Токмак это знает. Мне пишут СМС и звонят с угрозами, что меня убьют. В милиции, когда меня привез Урмат, я только думал поскорее бы выйти оттуда. В больницу я по сей день не обращался. После того, как я написал то, что они хотели, Урмат мне сказал в машине, что договорился со всеми, кто приехал из Бишкека. В их числе заместитель министра внутренних дел, помощник министра внутренних дел. Уверял меня, что он полностью все подчистил, и теперь нет и не было никакой стрельбы. Я написал заявление в ГКНБ и надеюсь на них тоже. Если это дело закроют, то мне придется покинуть страну или быть убитым. Очень прошу президента Сооронбая Жээнбекова помочь. После обращения Аската Усенова, а имя этого мужчины, похоже, теперь знает вся страна, в районную территориальную больницу ляжет уже другой участник конфликта – Дастан Бейшенкулов. Он также продемонстрирует огнестрельные ранения, которые, как рассказал мужчина, он получил в ходе перестрелки на мосту Дунларова у контрольно-пропускного пункта. Сообщит, что написал заявление, в котором сказано, что это в него стреляли, и якобы покушался на его жизнь тот самый Асхат, автор видеообращения. Состояние на данный момент у меня не лучшее. Тех, кто стрелял, было 2. Они оклеветали меня, якобы это я стрелял. Мне нанесли ножевое ранение в руку, стреляли в ногу, в сердце, по спине ударили битой. Вот здесь была пуля, но она выпала сама. А вы
Как вы 3 дня смогли вытерпеть? Я пил обезболивающее, ждал, но он написал заявление. Он мне говорил, чтобы я никуда не обращался, что он сам отвезет меня в частную больницу. В интернете пишут, что депутат Самаев ваш родственник. Да, мы действительно родственники, но никаких отношений у нас нет. Говорят, что в тот день депутат сам подъезжал на место. Я не знаю, я его там не видел. И до сегодняшнего дня его не видел. Я вообще не знал, что там контрабандисты. Я стоял, ждал своего друга. Потом подъехали несколько машин с затонированными стеклами. Начали показывать служебные удостоверения. А какие удостоверения были? Не знаю точно, но не МВД. Кажется, финполиция. На момент поступления состояние здоровья Достана Бещенкулова оценивалось как средней степени тяжести. Жалоба на огнестрельное ранение грудной клетки, колено устава, резаная рана первого, второго пальца правой кисти, а также ушиб и кровоподтеки спинной области справа. Сегодня рентген сделали, подозрение на перелом ребра. Как состояние улучшится, мы выпишем. От силы неделя будет. Уже после, понимая, что факт перестрелки отрицать уже невозможно, милиции пришлось признаться, что не смогли отреагировать на это ЧП вовремя. Срочную пресс-конференцию руководство ГУВД Чуйской области собрало спустя 3 дня после инцидента. В ходе нее правоохранители все же признали, что о перестрелке на границе все-таки знали, но вот сделать ничего не могли. Якобы ни один из упомянутых в СМИ участников разборок ранее не обращался к правоохранителям с жалобами или заявлениями. Потому возбудить уголовное дело и начать необходимые следственные мероприятия не представлялось возможным. Ситуация изменилась лишь тогда, когда в Чуйскую территориальную больницу обратится один из пострадавших – Достан Бещенкулов. Без потерпевшего, без заявителя мы не могли провести какие-либо следственные действия в отношении указанных лиц. Вот сегодня ночью, вот вчера, 2 часа лег в больницу Достан. Один из участников, он свои доводы указал, написал заявление. Мы на основании этого заявления принимаем меры и проводим следственные действия. В отношении подозреваемых уже объявили в розыск. Если сегодняшнего дня придут те или другие потерпевшие, мы на основании закона Кыргызской Республики будем принимать меры. Среди допрошенных, по словам начальника ГУВД Чуйской области Самата Курманкулова, был и депутат Жогорку Кеңеша Урмат Самаев. Тот самый, о котором в своем видеообращении говорит пострадавший. Его же, правда, под прозвищем «Чемпион» упоминают очевидцы события, как одного из участников конфликта. Между тем, факт его участия правоохранителям подтвердить не удалось. А сам народный избранник пояснил, что отношения к скандалу не имеет. Впрочем, на вопрос журналистов, принадлежит ли прозвище «Чемпион» депутату Самаеву, начальник ГУВД затруднился ответить, заявив, что эта информация в интересах следствия не разглашается. Асхат пускай придет, вот сейчас придет, показания полностью даст в отношении депутата. Есть соответствующие органы, которые будут заниматься в отношении депутата. Мы материал соберем и передадим. Кто такой «Чемпион»? Марат, сам знаешь ответ на этот вопрос. Вот. Это же все же знают же. Так говорят депутаты Жогорку Кеңеша, правильно? Вы владеете информацией, кто такой «Чемпион»? Я не знаю. Но Урмат Самаев не единственный представитель власти, которого считают участником разборок. По информации некоторых СМИ, в числе прочих фигурантов громкого дела, упоминается также имя некоего Кубана, который якобы связан с контрабандистами и на протяжении длительного времени работает с депутатом по прозвищу «Чемпион». Предположительно, им мог быть депутат Горкеңеша Такмака Куанычбек Кочкурбаев. По словам правоохранителей, он действительно является депутатом Токмокского горсовета, но факт его причастности к происшествию не подтверждается. Скажите, пожалуйста, приезжали ли в Токмок по этому делу замминистра внутренних дел, помощник министра внутренних дел? Ну, казалось бы, рядовое событие, да, подрались мужчины. Ханат, Рахмат, Ханат, я приехал туда где-то
примерно 3 часа 15:00 часов на место происшествия. Через полчаса по указанию министра приехал заместитель министра внутренних дел Кыргызской республики Мирлан Датанович Ханаметов. Начальник ГУБОП приехал, МВД Кыргызской республики, так как здесь в статье было указано, что замешаны члены организованной преступной группы. Поэтому, да, они приезжали на место происшествия. Если факт подтвердится, по-моему, министр внутренних дел, наверное, примет меры. Он вышестоящий орган, правильно? В общем, замять дело не получилось. Журналисты раскопали детали происшествия. Милиционеры, наконец, признали факт, похвалив журналистов за оперативность, и начали досудебное производство по статье 266 «Хулиганство». Что касается действий милиции в рамках этого инцидента, так они оказались настолько запоздалыми, что руководителю Чуйского ГУВД пришлось извиняться за то, что никто из его подопечных не сработал так, как сработали журналисты. Если подтвердится та информация о представителях милиции, о чем говорилось в СМИ, все они будут жестко наказаны. Будет обязательно внутреннее расследование. И перед законом будут отвечать не просто рядовые милиционеры, а начальники районных и областных отделений. Перед законом все должны быть равны. И министры, и депутаты. Следствие должно быть справедливым. Общество следит за этим. На данный момент показания взяли у обоих участников конфликта. Обоих держат под конвоем. Тем временем внимание общественности переключилось на других лиц, предположительно имеющих отношение к разборкам. Урмат Самаев, депутат Джугурку Кенеш от фракции «Кыргызстан». Его, как сообщили милиционеры, в рамках инцидента допрашивали. Родство Урмата Самаева с Дастаном Бейщенкуловым также подтверждено. Он приходится депутату племянником по материнской линии. Этот депутат, он же по кличке Чемпион, со слов Аската, его принудительно и возил в отделение милиции Токмака, где якобы заставил написать отказ от претензий и отрицать факт перестрелки. Самаева, по словам начальника Чуйского ГУВД Самата Курманкулова, на допрос после появления этой информации вызывали, и он отрицает свою причастность как к самому конфликту, так и к каким-либо контрабандным делам. Правда, услышать это от него лично не удалось. Но, к сожалению, и сегодня с ним поговорить, видимо, не получится, потому что вот мы пробуем найти его в кабинете, но двери закрыты. Между тем, на просторах интернета прозвучало имя еще одного депутата – Бакытбека Жетигенова. Инсайдеры написали, что якобы он курирует и покрывает противоборствующую группировку, ту, в которую входит Асхат. Оба депутата из Чуйской области, из окрестностей Токмака. Едва ли не земляки. Только в отличие от Самаева, Жетигенов ни от кого не скрывается и заявляет, что его имя кто-то намеренно вмешивает в эту историю. Ни Дастана, ни Асхата, никого бы то другого он не знает. А о том, что такая проблема, как контрабанда, есть, говорит Жетигенов, известно всем. Но местные власти с милицией с решением проблемы, к сожалению, не преуспели. Из этой шумихи делают политику. Хотят кого-то хотят прикрепить. Я из Токмака, я уроженец Токмака. И, может, хотят тоже меня как-то прикрепить к этому, привязать к этому делу. По слухам, они что-то не поделили, что ли. Или там какие-то интересы, какие-то, не знаю, что у них там. Я не знаю, как у них там поставлено. Но где-то что-то где-то не поделили, наверное. И это просто обычная разборка между контрабандистами. За контрабанду уже судят одного депутата. Кстати, сопартийца Урмата Самаева Дамирбека Асылбекулу. Почти год назад он был задержан в Алмате во время спецоперации по ликвидации ОПГ, помышлявших на 9 таможенных постах. Обнаружилось, что у него было казахское гражданство. Прокуратура соседней страны считает, что он создал транснациональную организованную преступную группу и руководил ею для контрабанды в особо крупном размере товаров народного потребления из Кыргызстана в Казахстан и Россию. В свете последних событий и без того незавидная репутация Джугурку Кенеша еще более пошатнулась. Я знаю Урмата как депутата, как коллегу. Может быть, он до депутатства занимался коммерцией или другими делами. Если та информация, если подтвердился, что он был в том месте, где произошел инцидент, но я думаю, как он как депутат, может, был там узнать как ситуацию, как бы призвать всех к порядку как депутата. Но никак, я думаю, у него не было как бы злоумышленности, злоупотребления, каких-то других намерений. Некоторые мои коллеги, которые стали очень быстро депутатами, не имея ни опыта государственной службы, ни какого-то порядка понятия государственной дисциплины, могут иногда оказаться не там, где им не положено. Могут там оказаться, скажем, тусовка молодых людей сомнительной деятельности, там могут оказаться около
преступник, я не скажу, около правонарушителя может оказаться, потому что молодые же. Возможно, вот эта неразборчивость в поведении, она приводит к тому, что порождаются такие высказывания, что депутат замешан. А может быть, он не замешан, я не знаю этого. Однопартийцы Самаева и Дамирбек Асылбекулу комментировать ситуацию с подозрениями в адрес их коллег по фракции не желают. Расследованием произошедшего занялись сотрудники МВД совместно с Главным управлением внутренних дел Чуйской области. Правоохранители позже подтвердили, что конфликт с применением оружия случился из-за незаконной переправки через границу товаров и горюче-смазочных материалов. Происшествие зарегистрировано в едином реестре преступлений и проступков. Не исключено, что в ближайшее время будут названы и другие, не менее известные люди, имеющие отношение к фактам контрабанды. Ильнура Бекбасарова, Александр Симонов. Итоги недели. Действия милиции по Токмокскому происшествию вызывают много вопросов. Как бы неприятно ни было сотрудникам МВД слышать критику в свой адрес, стражи порядка должны помнить, что они – лицо власти. Начиная от сержантов, заканчивая генералами, обязаны понимать, что милиция служит не только государству, но и обществу. Иначе органы внутренних дел будут восприниматься народом только как каратели. За минувший месяц был отмечен небывалый всплеск преступлений с участием милиционеров. Под колесами машин сотрудников МВД погибли 10-летний ребенок и женщина. Несколько милиционеров задержаны за вымогательство взятки. Неделю назад сотрудник Свердловского РУВД Бишкека был арестован по подозрению в изнасиловании. Потом стало известно, что и Сыкотинским районным судом он был отпущен под домашний арест. На следующий день, в пятницу, президент принял министра внутренних дел. Мы должны добиться, чтобы граждане вновь с уверенностью начали говорить «моя милиция меня бережет», подчеркнул Сооронбай Жээнбеков. Разумеется, судья, который отпустил под домашний арест милиционера, подозреваемого в изнасиловании, представитель независимой ветви власти, не подчиняющийся президенту. Судья ни перед кем не отчитывается, но такие вердикты еще больше подрывают доверие к государству в лице прокуроров, судов и органов внутренних дел и усиливают недовольство народа. 21 января на пересечении бишкекских улиц 7 апреля и Горького столкнулись Mercedes-Benz и Toyota Avensis. 33-летняя пассажирка Toyota скончалась на месте. Авария произошла по вине водителя Мерседеса, которым, как оказалось, управлял пьяный сотрудник милиции. В 7:30 утра 29 января в селе Новопокровка прямо перед школой на пешеходном переходе насмерть сбили четвероклассника. Объезжая остановившиеся пропустить мальчика машины, двигавшийся за ними водитель Ауди вылетел на встречную полосу, не сбавляя скорости. От полученных травм 11-летний мальчик скончался на месте. 2 днями ранее, уже в селе Новопокровка, несколько парней изнасиловали 28-летнюю девушку. Среди подозреваемых 36-летний старшина милиции управления внутренних дел Свердловского района Бишкека. Чуть более месяца назад 3 сотрудников Ленинского РОВД избили молодого человека за торговлю в неположенном месте. Так еще и отобрали у него телефон. Сами правоохранители своей вины не признают. Тем не менее, они были задержаны и водворены в СИЗО ГКНБ. 2 смертельных наезда по вине милиционеров. Правоохранитель замешан в изнасиловании. Еще один вымогает у девушки деньги за какое-то интимное видео. В Баткене Роза Маманова на пресс-конференции рассказала о пытках со стороны милиционеров. Наша милиция нас защищает или наоборот является угрозой для наших граждан? Очень много сейчас об этом разговоров. В какое время мы живем? На работу в милицию берут совершенно не разбираясь, что за человек, какое у него досье, какой у него уровень знаний, где он получал образование и как учился. Такое ощущение, что никого это не интересует. А когда-то при отборе в силовые органы изучали даже родословную. У нас нездоровое общество сейчас. Не только сотрудники милиции, да. Они, в первую очередь, они должны соблюдать закон. Они должны примером быть. Чтобы народ должен смотреть, граждане Кыргызской республики, и должны равняться или прислушиваться к их мнению. Да? А наоборот, милиционер, когда нарушает, конечно, это беда. Я думаю, надо порядок навести, и среди сотрудников надо очистить тех, которые нарушают, и безграмотных сотрудников, которые не понимают свои обязанности. Преступления во всех сферах есть, и не в милиции. Но когда в преступление уличают
сотрудников милиции, прокуратуры, ГКМБ и судов, общество это воспринимает очень болезненно, потому что именно на них, надеясь, каждый гражданин ищет защиту своих прав и законных интересов. Когда в самих силовых структурах выходят вот такие негативные моменты, обществу это большой сигнал о том, что в стране с правопорядком, с правом защиты людей не все в порядке. Это, конечно, очень печально, но с этим надо бороться. Причина в кадровой политике. Буквально на днях за вымогательство взятки в $2500 за невозбуждение уголовного дела с поличным были задержаны сотрудник криминальной милиции и бывший работник уголовного розыска. Последний, как выяснилось, на тот момент уже находился в розыске за злоупотребление должностным положением и вымогательство взятки. Третий задержанный – экс-сотрудник УВД Ленинского района, также разыскиваемый за мошенничество. Все трое водворены в СИЗО ГКНБ. Информацию тоже нужно давать верно. Насчет взятки, с которой поймали милиционеров, изнасилования. Это же наши же сотрудники их поймали. Среди милиционеров, к сожалению, попадаются такие люди, но мы стараемся находить и избавляться от таких кадров. Виновные в смертельных ДТП, например, сейчас под стражей. И когда дело дойдет до суда, ответят по всей строгости закона. Все случаи нарушения закона нашими сотрудниками тщательным образом расследуются. Всех недостойных носить милицейский мундир без сожаления увольняем из органов внутренних дел. В 2018 году в отношении сотрудников милиции было возбуждено 67 уголовных дел. По разным обвинениям проходят 83 блюстителя порядка. За 2018 год сотрудникам службы внутренних расследований всего было выявлено среди личного состава 5811 фактов нарушений законности и служебной дисциплины. Кроме этого, из органов внутренних дел были уволены 155 сотрудников и 263 сотрудника были освобождены от занимаемой должности за нарушение законности, трудовой дисциплины и за недостатки в работе за 2018 год. Кроме этого, за январь месяц несколько нарушений и преступлений совершено сотрудниками милиции. По всем этим фактам на сегодня проводится служебное расследование. Кроме этого, были возбуждены уголовные дела и расследуются. По новым кодексам все преступления совершивших граждан отношения не имеют никаких категорий, ни сотрудник милиции, ни гражданский. Все они должны понести наказание согласно законодательству Кыргызской республики. По мнению ветерана МВД Кыргызстана Александра Зеличенко, то, что происходит в органах внутренних дел, лишь отражение процессов, происходящих во всем обществе. Тем не менее, к совершившему преступление милиционеру должно применяться наказание более суровое, чем предполагает кодекс. На такого рода расследования надо бросать все силы. Я не могу иногда понять, почему. Как будто действительно, вот вы во многом правы, когда говорите, что как будто специально затягивают. Брось силы, за неделю, за две расследуй, закончи расследование и предъяви общественности, что с этим человеком стало. Все. Вот он осужден. Правопорядок строится не на жесткости, а на неотвратимости. Понимаете, не на жесткости преступления, не надо всем головы рубить, и не надо всем давать пожизненное заключение. Но человек должен знать, что его в любом случае найдут и накажут. Я не могу точно сказать, почему это происходит. Это ссылается на то, что не хватает специалистов таких, чтобы расследовали все это быстро, да? Нет достаточного такого профессионального ядра. Где-то, я думаю, что и вот ложно понятая вот эта вот честь мундира тоже сказывается. Я думаю, не без этого, да? И вот это вещи, которые, конечно, с которыми мириться совершенно нельзя. По словам Зеличенко, в МВД уверяют, что были созданы специальные подразделения по работе с личным составом. Результаты их работы, однако, пока не обнадеживают. Болты Сайферлан Камельбеков, НТС. На этом мы с вами прощаемся. Увидимся в следующее воскресенье. До свидания. Далее смотрите очередной выпуск проекта Джамалбека Джумаева «Мир удивляет».